соответственно, студенты 5-го курса факультета горного дела и инженерной экологии. Специально здесь представлены горные инженеры электромеханики и горные инженеры механики по направлениям подземные разработки, это горные инженеры электромеханики, и, соответственно, по направлению обогащения и разработки полезных ископаемых. Так что мы сотрудничаем, к нам приезжали гости из Мурманска, из Апатитов, из Фосагра, брали наших выпускников, остались очень довольными, они по-прежнему работают, поэтому у нас в этом направлении связи есть. Поэтому, извините, я предоставляю слово нашим уважаемым гостям, соответственно. Меня зовут Вадим, фамилия моя Адена. Вы знаете, что да, я же в вашу корпорацию вхожу по производственному признаку, я был проходчиком, да? Так что знаю вашу специализацию. Жалко, тяжело, но достойно. Ну, шутка. Вот. Значит, задача, которую мы ставим, тяжело. да, значит, задача, которую мы ставим перед собой на сегодняшний день, это поговорить с вами об Арктике. Но это будет не просто разговор такой. Мы просто вам расскажем об Арктике. Почему? Потому что мы отвечаем там, в России за на сегодняшний день программу Арктики. Это государственная программа, госпрограмма. Примерно, кто вот, просто вы не знаете, была такая программа, как БАМ на сегодняшний день, да? И это создание некой инфраструктуры, которая позволит на сегодняшний день нам быть сильнее, богаче, всем нам. А единственное, у кого нет двойного стандарта в России, это у граждан Беларуси, да, знаете, вы только голосовать не можете. Поэтому мы, в общем-то, с точки зрения равны. Узбек приехавший, у него спросит, а где ваша прописка, да? У нас как раз есть студенты. Ну, это именно так. У белорусов ничего не спросит. Логично? Честно? Значит, хорошо. Вот. Значит, какую мы ставим перед собой сейчас задачу? Значит, нам поставили задачу. Нам поставили задачу начать формировать идеологию, пропаганду, да, в качестве Арктики. Создавать научные учебные учреждения, как некие кластеры, которые позволят освоить Арктику. Здесь просто все расскажут, я сейчас не буду забирать своих товарищей, да, друзей, единомышленников. Вот. Я так как водная. Поэтому задача, и наша задача пообщаться, потом, если кто-то будет интересно, Татьяна, просто тогда начните общаться с Татьяной, с точки зрения, потому что там будет очень много, она тоже расскажет о молодежной политике в этом качестве. Вот. Но это будет мощнейшая, большая инфраструктура, где есть все. И на самом деле там самое главное, там ее можно построить с точки зрения сегодняшнего мира правильно, с новыми технологиями, да, с новыми разработками, с инновациями, да, по новому принципу. То есть нет старого. Ну, они, в общем-то, об этом все расскажут. Поэтому я с трибуны скажу. Вот, передаю слово Сергею. Вот. И он начнет такой свой серьезный путь в Арктику. Хорошо? Арктический в моей проекте. Я являюсь помощником депутата Мурманской областной думы. Чтобы понимать, что такое Мурманская областная дума, это организация, которая руководит достаточно большой территорией. Город Мурманск – это просто один из городов, который входит в Мурманскую область. Это субъект Российской Федерации. И на самом деле повезло. Почему? Потому что Кольский полуостров, где расположена Мурманская область, для вас, да, для людей, которые занимаются горным делом, это просто Мекка. Ну, Мекка. Наверное, там интереснее всего работать. Но, собственно, я позволю себе сесть, потому что у нас такой диалог, он несколько неформального характера будет. Вот, и просто ввести вас в курс событий, что же такое Арктика сначала, а потом обозначить некоторые проблемы, которые там существуют, задачи, которые придется решать. Ну, сначала надо показать, что Арктика это много, сложно, это важно, то есть поднять как-то вот Арктику в глазах ваших, ну и убедиться, что я тоже выбрал это направление не зря. Арктика. Это 1/6 часть земного шара на самом деле. Ну так, весомо, да. То есть раньше был Советский Союз, и все жители гордились, что это 1/6 часть суши. Арктика 1/6 часть поверхности земного шара.
Формальный признак очень простой. Арктика – это там, где есть полярный день. Где полярного дня нет, это не Арктика. Просто, да, смотрим на Солнце. Если есть хотя бы одни сутки, когда Солнце за горизонт не зашло, значит вы в Арктике. Если пойдете на север, то скоро будет Северный полюс. Если Солнце все время заходит, это уже не Арктика. Ну а формально это параллель. Ну на самом деле там 5 важных параллелей на земном шарике. Да, это экватор, тропики южные и северные. Там тоже все просто. Если хотя бы раз в год посмотрите наверх ровно строго, и там Солнце, значит вы в тропической зоне между двумя вот этими параллелями. Да? Ну и, соответственно, северный и южный полярный круг. Это 66 градусов, 44 минуты, 33 минуты 44 секунды. Вот ровно, да. Если вы стоите на этом месте, когда-то вы увидите, что солнышко не зайдет. Да. Ну, собственно, вот все, что находится на территории северной полярного круга, это и есть Арктика. Ну и существует на самом деле очень много таких, ну не знаю, как сейчас модно, да, бренд, маркетинг и так далее. Ну, то есть формирование образа Арктики в головах людей, да. Ну вот если вас спросить по Антарктиду, точно вот сейчас каждый увидит у себя где-то внутри сознания пингвина. Ну, потому что, ну так, да, ну пинг красивый. А если спросить по Арктику, да, то формируется, наверное, несколько таких образов. Ну согласитесь, вот Чукча, наверное, да, вот оленевод и мишка, такой белый мишка. Кстати, белый мишка такой вот специфический, такой субъект, да, ну, к примеру, он может свое тело, да, зима-лето, 2 раза увеличивать или уменьшать, да, то есть он наедает, а потом худеет практически в 2 раза. Вот. Такое, да, приятное животное, которое сотни километров может плыть в воде, которая, обратите внимание, ниже 0 градусов. Но вода соленая, температура замерзания ниже, поэтому там минус 2 градуса в воде легко. 100 километров. Кто-нибудь из вас 100 километров проплывет вообще? Я нет. А в отрицательной воде хороший я. Ну да. Я к чему, да? Там много специфики, и часть этой специфики уже у нас в головах. Ну еще про Арктику, пожалуй. То есть, если чуть раньше, да, было понимание, что там только герои, ну действительно, там ничего не было, и там, если это человек, это герой. Ну, потому что Мишка, он живет там и кормится. Вот. То сейчас стало попроще. Попроще в том, что там появились обычные люди, такие как мы с вами, и они там живут. Там специфические условия, но жить там можно, и живет там 4 миллиона человек. Это во всем мире. И если говорить про ту часть союзного государства, которая называется Российской Федерацией, то 2,5 миллиона человек из 4 живет там, то есть в Арктике, в Российской Федерации 2,5 миллиона человек. И оно понятно, да? То есть, во-первых, это немало, но исходя из огромной территории, да, то есть плотность населения, она небольшая. Вот, потом эти люди не просто там живут, они живут и что-то делают. Некоторые европеоиды, некоторые монголоиды, некоторые представляют из себя, здесь такая достаточно такая привычная фраза, традиционно малые коренные народы, дальше там Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Канады, ну и так далее. Надо понимать, это очень интересная группа людей, которые обладают изумительной технологией. Они выживают в естественных природно-климатических условиях. То есть, в принципе, в природе, занимаясь традиционными видами деятельности. Здесь тоже, наверное, ну так как у нас задача моя чуть-чуть вам рассказать про Арктику, потому что Арктика, как вы говорили, Мурманск. Арктика не Мурманск. Мурманск, скорее всего, исключение в Арктике. Вы знаете почему? Потому что... Вы не знаете Беларусь? А кто-нибудь был в Мурманске? Были, да? Там вы когда были? На Новый год. На Новый год. Какая температура была? Не холодно. Не холодно.
Ну, Мурманск, средняя температура января-февраля минус 11 градусов. Я не посмотрел, какая температура в Минске, но, наверное, наверное, относительно так, не в порядок и не в разы отличается, да? Похоже, да? В Мурманске... Ну да. В Мурманске лето чуть-чуть другое. То есть там 13 градусов в июле это нормально. Может быть 25, может быть 30. Но для мурманчан это большая проблема по одной лишь простой причине. Ну представляете, 30 градусов, что хочется делать? Ну раздеться и куда-то плюхнуться, правильно? Там где вода есть. А там вода холодная. Ну потому что там эти 25 градусов, там 2-3 дня. Ты плюхнулся, вот сколько там теплой воды, а дальше холодно. Ну вот, соответственно, большие проблемы. Там везде предупреждают, что купаться, ну, по крайней мере, не рекомендуется. Вот, сам Мурманск, да похож на Минск, на самом деле, и деревья растут. Вот приезжаешь, там стоит пятиэтажное здание, и рядом с ним тополь, примерно такой же пятиэтажный. Отошел за край Мурманска, а там уже деревья, ну, я по сравнению с ними так, с размером. Ну, может, чуть выше меня, может, чуть ниже. И береза, они кустом растут. Это Арктика, и я говорю о том, что Мурманск, это тоже Арктика, но это исключение. А если взять, допустим, Арктика же большая, вот сейчас же сказал, что 1/6 часть планеты, то есть и другие большие города. Но самые крупные, на самом деле, в арктической зоне, это в Российской Федерации. Это Мурманск, Норильск, Воркута. В Норильске уже чуть-чуть по-другому. Там лето потеплее, ну, то есть, наверное, градус 14 средняя температура июля. А зима минус 26, это средняя температура января. То есть там климат чуть-чуть другой. Зачем говорю, да? Говорю о том, что этот край имеет свою специфику. И есть некоторые заблуждения, что там всегда холодно. Есть где холодно, а есть где не очень. И есть где живут люди. Дальше, что такое Арктика в международном масштабе? Это 8 государств. Чтобы понять, что такое Арктика, я бы не рекомендовал смотреть на карту. Карта не дает понимания, а вот глобус дает хорошо. Надо посмотреть на глобус сверху, и понятно, что взгляд упирается в Арктику. И она немножко кривоватая по своей форме, она такая не круглая или не длинная, как на карте, но она кругловатая. И кто в ней находится? Ну, Российская Федерация с Канадой это 80% территории Арктики. 43 у нас, у них 37 примерно. Это США, Аляска, бывшая наша территория. Союзного же государства территория же, правильно, да, бывшим. Кто еще? Гренландия. Но Гренландия не государство, а часть королевства Дании. Это Исландия, ну причем там тоже интересно. Они чуть-чуть только заходят в арктическую зону. Это Финляндия, то есть это арктическое государство, которое не имеет выхода к побережью Северного Ледовитого океана. Но она участвует во всех процессах. Это Швеция, Норвегия. Вот. Про нас я уже говорил. Да? То есть это много, серьезно. Акватория большая. И много всякой специфики. А по поводу холода, да, то есть вы вот наверняка изучали, да, такие вот вопросы, как многолетняя мерзлота. И для меня было удивительно. 65% территории Российской Федерации, оцените, да, больше половины. Российская Федерация большая. Это многолетняя мерзлота. То есть больше половины территории России, ну вот в простонародье это называется вечная мерзлота, а не в простонародье это многолетняя мерзлота. Да, в Монголии есть такие участки в пустыне Гоби, где вот такое явление есть. Да? То есть тоже не очень страшно. Люди живут, даже не знают, что под ними, да, там где-то есть очень холодный лед. Вот. Следующий вопрос. Арктика меняется. То есть у нее есть сезонные колебания, есть какие-то долговременные. И почему мы сейчас начинаем говорить об этой теме? Ну, потому что соотношение, что оттуда можно получить, что она может дать людям, и что можно там реально строить, использовать, добывать, каким-то образом применять. В настоящее время
по экономическим оценкам становится уже доступно человечеству. Почему говорю человечество? Только что говорил про 8 стран. Но 8 стран еще мало. То есть там буквально месяц или два выступления премьер-министра Японии. Ну, где Япония, где Северный Ледовитый океан, да, на мой такой, ну, не знаю, на мое понимание, мне бы хотелось, чтобы они были где-то подальше. Они считают, что они вот уже у бассейна находятся. О чем говорят? Хотят активно работать в Арктике по двум направлениям. У них с навигацией все хорошо, и они готовы предоставлять навигацию. А второе, они хотят разрабатывать полезные ископаемые, потому что у них мало, и они очень хотят. То есть здесь два вопроса. Кто первый, тому и тапки. Ну, наверное, знаете историю там, про шельфы, да, которые, согласно международному праву, они являются территорией, в которой есть приоритет государства. И государство может сказать, я никому не дам эту территорию, может поделиться еще как-то. Да? Потому что морское право это 12 миль от среза воды, оно понятно. А эти территории, они находятся за. Япония, естественно, претендует. А как же не претендовать? Поэтому тезис «кто первый встал, того и тапки», он важен сейчас. Поэтому мы говорим об Арктике. Почему мы еще говорим об Арктике? Потому что инфраструктура, которая может быть там построена, она может давать не только вот в экономическом смысле какие-то дивиденды, но и в политическом, и в прочих аспектах. Вот посмотрите, недавно же построили вторую часть Суэцкого канала. В курсе, нет? Ну, то есть, что такое Суэцкий канал был? Это 70 метров шириной, да? Там 20 метров глубиной и 160 километров длиной, и построили его, обратите внимание, там, 150 лет назад, на самом деле. И этот канал, а кто-нибудь был в Египте, нет? Что, нет? Никто не отдыхал? Никогда механика. Понятно, На понятно. практике. Он просто с делегатами разговаривает, он не может понять, как студенты Беларуси не приедут. Не. Здесь как раз подход, да, то есть если денег нет, народ едет в Египет. Ну я не знаю, мне кажется, это лень. Почему? Да, потому что... Простите, Ребят, я правда не знаю там дохода вашего, но студент, по крайней мере у нас, да, а студент это кто? А, он здоровый, да, Б, быстрый, сообразительный, да, изворотливый человек, ну, потому что средства ограничены. Так вот в Египет можно поехать достаточно дешево, если там подгадать. На чем лететь, где отдыхать, и прямо вот сейчас, да, вот тебе говорят, там, через полчаса вылетаешь. Вот, у меня друг ездил в Египет, у него был пластиковый пакет, там тапочки, плавки и бритвенный станок. И мы сейчас в Арктике через Египет в Арктику. Вот. Значит, что еще специфичного есть в Арктике? Это 30 народов, которые там проживают. Они по-разному там оказались, на самом деле. Кто-то пришел с более южных территорий, кто-то мигрировал там по северам. Чего мы пришли на самом деле? Да врагов там нет. Там никто не приходит, не захватывает, там крепостей не строит. Там вся территория принадлежит им, они по-другому живут. Они живут с тем качеством, которое им достаточно. И это очень большая проблема, потому что в принципе их культура самодостаточна. То есть наша цивилизация европейская, им, если что-то будет давать принципиально, она их уничтожит и разрушит. То есть можно жить как мы, а можно жить как они. Но трудно жить как-то вот между этим. Да? Вот мы с Вадимом обсуждали как раз вопрос. Мы когда задавались вопросом, кто не жил когда-нибудь в помещении, которое круглое? Ну кто не жил? Ну вот представьте задачу, помещение круглое, у вас есть диван, холодильник. Да, жена, это вам кухня, это вам спать. Ну вот оцените, да? Смотри, какая жена. Куда поставить диван, холодильник? Ну то есть, да, проблема. Да, это вот в том числе разница, да, восприятия мира.
Вот я бы, наверное, так, ну, по крайней мере, мне было бы некомфортно. И обратите внимание, вся наша европейская цивилизация всегда живет в условиях прямоугольных жилищ, правда же? Ну вот зал, пожалуйста. Ну, я могу добавить, извините, на самом деле было две философские концепции. Это концепция светлой жизни, поэтому она квадратная. И концепция кочевничества, то есть она круглая, жилище. Поэтому это философские концепции. Когда мы говорим, по какой концепции хотите жить, я не знаю. Вот. Ну, если нужен холодильник, поставить в круглую комнату, правильно, если надо? Если жена будет нормальная, она и углы найдет в круглую комнату, правильно? Вот, все же от женщины. Сереж, ну я с тобой согласен. Просто простой пример, да, вот он такой. Мне кажется, что жизнь через бытовые подробности познать гораздо проще, да, чем книжку читать. Простой пример, да, холодильник, диван, жена, круглое помещение. И чего? А представьте, человек из круглого помещения попадает в наше прямоугольное. Он же тоже теряется. У меня, моего товарища, мама распределилась на Полярный Урал. Ну и концепция была как? Смотрите, как люди в палатках живут. Что? Холодно. Давайте-ка мы им построим. Что-нибудь построим. У меня шок был, молодой специалист, да? То есть реально открываешь дверь, вызывают там. Но они научились пользоваться некоторыми благами цивилизации. Да? У них появились врачи. Звонок, открывается дверь, большая комната. Посреди небольшой комнаты, как вы думаете? Диван, телевизор, да? Холодильник? Нет. Чум. Чум. Реально совершенно. Они в нем спят. Да, оно понятная территория. Поэтому вот она изменилась, конечно. Но когда изменилась, они перестали быть теми, кем они были. Они стали нашими. Ну как, культура стала не ихняя, а наша. Да, выглядит они по-другому. Но холодильник они ставят в угол, как все мы, да, и диван. Вот. Продолжу себе позволить. Да. Дальше. В чем отличие? В том, что надо сохранять то, что там есть, по нескольким причинам. Первое, вот вы с экологией сталкивались, исходя из названия того факультета, где вы учитесь. Вот здесь экология, и там экология. Разные вещи. Я здесь срублю дерево, меня накажут. Через некоторое время оно вырастет какое-то. Здесь трава будет, здесь грунт есть, здесь есть чернозем, здесь животное будет. А там нет. Там тоже есть природа, она красивая, изумительная, удивительная. Но только если ее нарушил, она может не восстановиться. Знаете, какое мясо у куропаток? Мясо у куропаток. Какого цвета, знаете? Синего. А знаете почему? И кто же это вдруг варгелак? Нет, не от холода. Они питаются черникой и, естественно, подкрашивают все мясо. Поэтому, заметьте, да? Даже куропатки имеют свой цвет. Хоть не голубой. То есть вот смотрите, да, проблема освоения этих территорий. Эту территорию легко разрушить. Ну, то есть экологическую систему, которая там есть, да, разрушить легко. Народы крайне обладающие изумительной технологией выживания в этих условиях. Разрушить тоже легко. Ну, допустим, споить. У них алкоголь для гидрогеназа в организме плохо вырабатывается. И спиртные напитки на Крайнем Севере, например, продают, допустим, праздник оленевода и еще один праздник, 2 раза в год. Да потому что если взять человека, да, и 10 раз напоить подряд алкоголем, так серьезно, он алкоголик. Он реально без этого жить уже не сможет. Фермента нет, который разбивает алкоголь. Даже не алкоголь. Там просто еще тоже часто алкоголика, непонятно, что агитацию виноват. Чего он говорит, не пейте, да, алкоголика не ставит. У северных народов есть маленькая проблема. Там же, когда живешь в холоде, там же нет процесса гниения, перемел. Да, вот так, да, активно. Вот на юге там все, ты съел помидор, съел апельсин, да, у тебя же алкоголь вырабатывается. С точки зрения, что внутри организма у тебя происходит брожение. Алкоголь это процесс брожения, понятно. А у них что там зимой? Ничего не будет, ты рыбу съел и съел, переварил, да? Вот. И поэтому ферменты генетические, мы работаем представляем, Министерство национальности. Вот. И получается так, а что такое алкоголизм? Вот ты выпил
спиртное. Да. А он попадает в кровь. И, значит, и идет, значит, ферментилизация, да, и идут вредные вещества в кровь. И они выводятся там через почки, да. А если нет ферментов, которых выводят, то у тебя получается токсикоз. То есть у тебя боль вот эта, да, физическая. А знаете, как она лечится? Другую порцию алкоголя, она выводит это. И поэтому получается, когда человек выпивает, чтобы вывести вот эти токсины, ему нужно выпить еще алкоголь. Понятно, да? Вот в этом смысле алкоголь. То есть это реально зависимость. И он не просто так сказал. Вот поэтому и есть там вообще, где нет процесса брожения, особенно даже в Финляндии, даже посмотрите, у каждого свои напитки. Там кого пива, там, да, там, у кого какие. Вот вы никогда не увидите людей, алкоголиков практически не увидите из коренных жителей, там, скажем, Северный Кавказ. Или Кавказ. Не потому, что там какие-то правила, традиции, да? Да нет, у них там все перерабатывается. Чисто вот физика и физиология с точки зрения. Так что там действительно эта проблема существует. Очень мощнейшая. Но американцы молодцы, поэтому они там уничтожили, конечно, индейцев. Ну, не знаю, огненная вода, да? Ну, видите. Самое сработает за. А мы этого сделать не можем. Это тоже правильно сказать. Модель как раз То есть два аспекта. Один аспект экологический, другой культурно-этнографический. И технологический в том числе. Я думаю, вот я на себя надеваю шкуру, допустим, какую-нибудь теплую, да, и представляю, что меня туда без всего отправить я попытаюсь выжить. Не выживу точно. Хотя я обладаю навыками, знаниями, что-то умею, даже спортом когда-то занимался. Но не выживу. А люди живут, детей рожают. Некоторые научились даже такое забавное, да, есть якутская корова. Представляете, да? Все олени, да. А в Якутии еще и корова есть. Она минус 40 градусов держит. Но она такое забавное животное, оно мохнатое. Но корова чуть меньше. Да, у них есть еще якутская лошадь. Ну, понимаете, да? Тут, не дай бог, климат похолодает, откуда будем брать корову? В Якутии, значит, надо брать корову и разводить. И шкуру. И шкуру, да. И лошадь тоже мохнатая такая, да. И женщина. Они, естественно, меньше. А с мужчинами что будет? А мужчины все равно, что мужчину накормили, в угол поставили, все нормально. Это мы вот ради женщин. Женщина же из пещеры вытащила. Это они, мы так бы в пещерах бы остаться, ребят. Рядом нужна женщина. Почему я спросил, жена-то есть? Не просто так. Мотивация женщины может быть у мужчины, только женщина спокойнее. Вот реально. Да, двигаться вперед. Да. Поэтому если бы женщин не было, мы бы из пещеры не вышли. Да, мы было бы неправда. Поэтому благодаря только женщинам ничего это в жизни не делает. Да, может быть. Да. Но не с одной, так с другой. Благо закон помогает. Правильно избежать. Оставить не всю совесть. Вот. Возвращаюсь от маленьких женщин, да, которые стали. Большой арт. На самом деле, давно человечество смотрело в ту сторону, но сначала оно смотрело в плане таком. А не герой ли я? Если герой, я туда дойду, доплыву, доеду, неважно, вернусь, я герой. Все знают, что я герой. Вот. Потом начали исследовать, возникло уважительное отношение. Ну, Петр I достаточно известная личность, он же Кунсткамеру построил в Санкт-Петербурге. Причем где построил? Да в самом центре. Кто-нибудь был в Питере? В Кунсткамере приходилось бывать, нет? Они оттуда вышли. Нет. И пошли в проход. Ну, то есть представьте, да, то есть Питер, да, Эрмитаж. От Эрмитажа через речку Васильевский остров, на Васильевском острове в центре Кунсткамера. Причем чего делал, да? Кормил и поил бесплатно на вход. Народ, нет, народ, чтобы в Кунсткамеру прийти, да, был заинтересован. Такой фуршетик, а потом смотреть. А первые залы там были исторические, это как раз по северам, это народы Крайнего Севера. То есть как они делают лодки, когда дерева нет, как они делают одежду, когда ниток нет и ткани нет. Какие у них инструменты для рыбной ловли, как они кита бьют. Вот буквально несколько залов, они первые посвящены как раз проблемам
Крайнего севера для чего? Для того, чтобы люди, которые туда приходили, они понимали, а есть места, где все не так. Ну, то есть совсем все не так. У людей 2 руки, 2 ноги, но живут они не так. Потому что то, что видели жители Санкт-Петербурга, это обычно средняя полоса вот нашей страны. Да. Ну, неважно, может быть, Германия, Голландия, Польша, Франция. Это не видели, но там все похоже. Там где-то больше парик, где-то меньше парик, где-то больше золота найдено, где-то меньше. А там, где вот вообще ничего. Вот. И смотрели все время на эту территорию. Ну, потому что, с одной стороны, к ней не подступиться, а с другой стороны, она большая. Большая, интересная. А сейчас потихонечку теплеет. Ну, реально теплеет, и лед потихонечку отходит. Да, это раз. Второе. Современные технологии, они изменились. Изменились настолько, что они уже позволяют каким-то образом осваивать эту территорию. То есть жить там, что-то делать. Да. Но у этой территории есть какие преимущества? Ну, во-первых, мы говорили о Египте, чуть-чуть вот отошел я в сторону. Вот этот Суэцкий канал, это вторая статья дохода Египта после туризма. То есть вторая, а в принципе обслуживает инфраструктуру Суэцкого канала. Ну, представьте, это канал, да? Но не так дорого. Ну, там берега подправили, да, там навигацию какую-то сделали. Они вот вторую, да, в параллель построили. Почему? Потому что там ходили корабли в одну и в другую сторону, и были небольшие места, где 2 корабля могли разойтись. Теперь потоком, да, что они хотят сделать? Они хотят больше денег получить. А денег они получают от 4 до 5 миллиардов долларов. Просто 160 километров канала. Что, прямого достаточно. Вот, а есть понятие «Северный морской путь». И если по Суэцкому каналу проходят 1000 судов в год, ну то есть 18-20 тысяч, то по Северному морскому пути, ну, в зависимости от года, проходят 20 судов, 30 судов. Почему? Инфраструктуры нет на самом деле. Ну, то есть ты идешь по морю, а будет ли впереди тебя лед или нет, да, ты особо не знаешь. То есть ты его должен увидеть, тебе особо еще никто не скажет. Вот. Системы навигации особо нет, не отработано право морское. То есть много вопросов. Почему мы об этом говорим сейчас? Потому что это кратчайший путь на самом деле из Азии в Европу. Отличается в 1000 километров. Ну, то есть километров, наверное, от Владивостока, если взять до Мурманска, я боюсь ошибиться, 5 или 6 тысяч короче. Да? Но есть одно но. Посмотрите внутрь себя, у вас там точно глобус есть. Да? Есть глобус у всех. Если посмотреть на глобус сверху, то вдруг приходит понятие. Северный морской путь – это вдоль территории Российской Федерации в Европе. А если на глобус посмотреть, то можно плыть не только по часовой стрелке, а и против. Правда? Ну, то есть, если мы там из Японии поплывали между Аляской и Российской Федерацией, можно налево, а можно направо. Да. И в принципе, кто первый встал, того и так. Кто построит правильную, хорошую инфраструктуру, удобную, по тому пути пойдут суда и корабли. Ну и, соответственно, вопросов сразу возникает много, да, а это чье вообще пространство? Ну, потому что раньше как-то было договорено по одному, сейчас как бы считают. Ну, раньше было договорено, что Северный Ледовитый океан, несмотря на громкое название, является внутренним морем 8 государств. Ну, что там делать остальным, если только 8 государств находятся на побережье этого моря, да? Что делать там, представителям других государств в Каспийском море? Ну, когда это Казахстан, Российская Федерация, да, что там делать? Что американскому авианосцу делать, допустим, в акватории Черного моря? Что он там забыл? Там есть Турция, Украина, там есть Румыния, Российская Федерация.
Но там нет других государств. Ну, так как-то вот оно велось. А теперь как бы почему? Технологии позволяют многим государствам там хозяйственную деятельность вести. Раньше почему не интересовались, да и не спорили. Ну, допустим, та же Япония, наверное. У нее не было достаточно технологий, чтобы работать в акватории Северного Ледовитого океана. Зачем спорить с кем-то, портить отношения, когда тебе все равно там делать нечего? Почему? Ты не можешь. Сейчас все изменилось. Многие могут и многие хотят. Вот, поэтому тут спорный момент. Ну и прочих моментов таких бытовых, хозяйственных много. Да? Я говорил, 30 народностей там живет разом. А, собственно, а как определить, народность это или нет? А им какие-то надо, наверное, там, послабления, таможенные, налоговые и прочее. Они должны жить, как они хотят. Пошел рыбу половил, а не ехать где-то себе квоту выбивать, соответственно. А что такое территория, где они живут? А территория, где они хозяйствуют? То есть вот, еще таких вот серьезных формальных определений даже нет. Они только вырабатываются. То есть кого относить? Ну, то есть получается, что если я занимаюсь промышленным рыболовством, да, то мне выгоднее прийти и сказать, а я коренной народ, малый, и живу в местах своего коренного природопользования, традиционного хозяйства. И могу ловить сколько хочу. Да? То есть надо определить, сколько кому. То есть проблем там много. Но и того, постулата два. Первый. Арктика становится теплее, проще работать. Второй постулат – это технологии, которые сегодня есть, они позволяют уже там работать. Теперь, что там есть? Вот в плане вашей специализации, а там практически все и есть. То есть, если не ошибаюсь, можете меня поправить, 520 где-то минералов вообще на Земле. По-моему, да? Кто-нибудь меня поправит? Нет? Я просто дилетант широкого профиля. Я в этом плохо понимаю. 2000 минералов всех известных, 2000. Так. Ну а вот добывается 500, да? Да, известно 2000. Ну, 200 с копейками только на Кольском полуострове. Все есть, алмазы есть. Вот реально на Кольском полуострове есть алмазы, но они неэффективны для добывания, потому что дорого получается, но есть. Вот. Потом есть специфические такие месторождения, допустим, апатиты. У него история такая замечательная. То есть в Африке, по-моему, покупали сродное сырье, минеральное, то, что стали добывать в апатитах, да, фосфор. Закупали в Африке, а нашли на Крымском полуострове, а взять не могли. Была сумасшедшая задача, да, из апатитов, которые в апатитах, добыть такие, то, что надо, просто. И Академия наук была профинансирована. Это еще позапрошлый век, 1800 какие-то года, конечно. И было исследование большое, и таки нашли технологии, и стали разрабатывать, причем вот задержка между там нашли, но не могли использовать, и нашли, как использовать, там несколько десятков лет было, что в принципе достаточно мало. Вот. То есть, допустим, там есть хром. Вот в Беларуси хром. Правда? Очень малых количествах. Это все по карману. И в Китае хрома нет. Есть в Казахстане. И китайцы с удовольствием говорят, что мы готовы денег заплатить и концессию сделать. Мы хотим с вами хром разрабатывать вместе. Причина проста. В Казахстане есть хром. Китайцы, хотя Казахстан, да, геополитически находится ближе, все-таки хотят иметь две территории, откуда можно получать хром. Я не знаю, там, редко он на планете или нет настолько, да, но если его в Китае нет, наверное, он не очень распространен. Вот. Ну и вообще над Кольским полуостровом, допустим, летишь на самолете, пустота, особенно вот ночью, это интересно, да, и вдруг видишь вот яркая вспышка света где-то, да. Это добывают полезные ископаемые, причем там круглосуточно, свет прожекторов. Летишь дальше, да, там несколько, ну, допустим, 10-15, и опять место, где что-то добывают, прожектором видно. Вот. К чему
весь этот разговор, то есть, настало время, вот оно вот пора, да, появилась возможность что-то делать в Арктике. Б. Мы союзное государство, у вас отличные специалисты. С. Можно посотрудничать, да, но для этого надо генерить какие-то идеи, понимания. То есть это должно быть что-то такое, что на сегодняшний день является вопросом, да, а завтра это уже будет то, что можно использовать каким-то образом. Собственно, вот, наверное, это предмет нашего обсуждения. Я специально не говорю о том аспекте, что для всего этого нужна, несомненно, какая-то трудовая сила, то есть люди. Потому что все преобразует не машины, а люди. И, собственно, я доклад закончил. Время сказал много, сказал очень много. Молодец, я вдруг скачу. Постоянно какую-то живую тему, потому что они уже начинают. Да, я вижу. Они спят. А что, они пришли, как лекцию выслушали, я говорю, ну, господи, да? И даже никто говорит. Они пошли во вкус. Да, а они такие, да мы слышали это все, дайте нам денег, зажигать не А нормально, что, дайте нормально мужику, да. Какая Арктика? Здесь домой пойти пирожок съесть, кофе попить. Или еще денег накопить на дорогу, ну, скажем, деньги. Ну ладно. Вот на самом деле, ребят, я просто сейчас немножко постараюсь оживить, да, так, сковырнуть тему. На самом деле, вы знаете, вот я там в Арктику, с точки зрения, как вот человек, который сейчас организует, один из людей, который из команды соорганизует вот это арктическое понятие, агитацию, пропаганду, да, и мы начинаем сейчас уже активно как-то вот это, все это выстраивать, да, с точки зрения там всей концепции арктической, да, вот я там скажу, там, есть такой работник, может слышать. Ну, может, ну, слышали, понятно. Ну, главное, чтобы батьку. А вот Рогозин, это 10-й вариант. Вот. Кстати, с нашим уважением отношусь к вашему батьку. Не потому, что там надо так ставить в Беларуси, чтобы я не поставил. Нет. Реально. Потому что у него очень большой, я скажу о батьке, реально. Он сделал для нас очень много, просто этого пока не знаете. Он просто надоел то, что было бы правильно. Но на самом деле он сохранил высшую школу. Он сохранил научную школу. Он создал инфраструктуру. Реально. Вот, сохранил вашу генетику. Вот вы говорили, вот, едешь по Москве, да? Ну, такой самый плохой город, где можно жить. Но самый веселый, где хочется денег потратить. Но качество жизни, ну там вам понятие качество жизни. Качество продуктов, да? Качество жизни. У вас вот сидишь вот, и смотришь на белорусов. И мне сердце радуется. Да, они, ну, может, там загруженные чем-то, да? Вот там усталые, там, понятно, да? Но я не видел во взгляде, да? На взгляде, знаете, что там страшно? Безысходность. Нет у вас безысходности. Нет, вы идете на загруженное чем-то, понятно, да? Но у вас совершенно по-другому. А какие у вас девчонки? Вот с виду такие мягкие, такие доброжелательные, да? Но с точки зрения подойти, очень жесткие, да, не просто. Не ты там любишь, да, не любишь там кофточку купить, да, понятно, да? Жесткие достать. Но далее мы провели такое небольшое исследование. Вы знаете, что Белоруссия на втором месте по разводу в Европе, знаете? Мы тут задали вопрос, почему? Ну, все стабильно, да? То есть там нет здесь там олигархов, там, скажем, может кто-то есть там, фамилию, не знаю, ну, напомните. Ну, вот. Вроде все там достаточно получают одинаково, да, ресурс. Ну там $600, ну, батя соответственно. Поэтому я благодарен батьке, что он из синтезированной страны сделал нацию. Вот батька сделал белорусов как нацию. Это реально. Вот быть белорусом в России не смешно. Да? Быть украинцем сегодня в Беларуси, из Украины, ну прикольно. Не обижайтесь, да? Вы понимаете, это же отношение людей. Мало того, он молодец, он настолько правильно отжимает Россию в качестве того, чтобы создать здесь инфраструктуру, да? Молодец. Я вот уважительно отношусь, ну молодца. Потому что куда бы вас не приехали, с тех, кто был в Беларуси, ребят, говорит, ну понятно, жить и там приезжать, понятно. Но у вас качество. И даже когда вот с вами, с вашими людьми разговариваешь, с детьми, с людьми, там, с женщинами, у вас видно внутри качество. Она заложена. Вот за эти 15 лет он это заложил.
Так что с вами можно иметь дело. Вот реально. Ну, в качестве даже генетики. Ну, извините, что я так говорю. А о чем я что-то хотел умно сказать? А, пошел в про разводы. Вот девушка здесь она говорит, начальник. Ну вот. Вот. Ну я говорю, начальник, видно. Она все пасет. Правильно. Все должны быть в руке. Расскажу. Вся проблема в одном. В женщинах ваших. Они настолько любят, когда у них рождаются мальчики, что они начинают их воспитывать капризными принципами. Они их любят. А девочек воспитывают в жесткой системе координат. Должна, обязана, понятно, жесткость, жесткачество. А мальчики такие, принц. А что самое страшное? Капризный принц. Почему? Он же не царь. Царь это человек с ответственностью. А принц, который ожидает каких-то вещей, а будет царем, да? Но. И вот в этом фразе, когда вот, женится, и вроде там один получает $600, а второй $600, на жизнь хватает. А потом, когда женщина, качество жизни беременеет, то получается, что она не работает. И поток некий финансовый теряется. А на детей тратятся очень большие деньги. Не знаем сколько. Наверное, все. И получается так. А когда она говорит, слушай, иди где-то заработай. А он говорит, что ты меня не понимаешь, ты знаешь, как тяжело. Капризность. А она ждет, потом, а как в жесткой системе координат, и не всегда может мотивировать. Это вот главное женщина. Белорусские женщины настолько жестко воспитаны, что они мужчин не мотивируют. Поэтому я бы мужчину в Беларуси растил в жесткой системе. Обязан, должен, иди корми. Че сидишь на жопе ровно? Иди в Арктику зарабатывай. Это нам расскажет, она красиво, под ним расскажет. Вот. А женщина, наоборот, еще бы мотивирует. Ну, понимаешь, да? Я в тебя верю, там, понятно. Вот, ведет все к разводу. Так что, я передаю слово Татьяне, так как у нас человек, она отвечает за молодежь, вот, она отвечает вообще за молодежную политику, и у нее опыт очень большой в этом плане. И она, на самом деле, певица, она пишущая стихи, она пишущая рассказы, вот, она творческий человек, но при этом она всегда занимала такие большие посты с точки зрения молодежи. Она просто красивая, нормально. Спасибо. Я впредь не буду, если позволите Я послушаю. После Сергея послушай. Ну, поскольку здесь аудитория техническая, я однозначно буду говорить в прозе. Что мне хотелось бы сказать? Зовут меня Татьяна Ситникова, я специалист по молодежной политике и международному сотрудничеству. Действительно, я многие проблемы молодежные знаю, потому что еще принадлежу все-таки к этому поколению и действительно много работала с молодежью и работаю по сей день. Поэтому постараюсь быть краткой, и мне хотелось бы, чтобы у нас с вами получился короткий диалог, в ходе которого мы выстроили направление уже конкретной нашей совместной с вами деятельности. Ну и если, конечно, вас заинтересует. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что да, на сегодняшний день, вот я продолжаю Сергея, наше государство, Российская Федерация уже вплотную приблизилось к пониманию того, что это делать надо было. Если не вчера, то сегодня надо делать это в темпе. И буквально через совсем, наверное, короткое время, уже помимо общего образа такого, появится дорожная карта, наверное, четкая стратегия, пошаговая, которую надо будет реализовывать. И вот здесь я вижу конкретное поле для уже применения потенциала молодых, поскольку вот вчера мы с коллегами обсуждали Арктику. Конечно, это место, которое требует, в первую очередь, молодости, выносливости, хорошего здоровья. Да? Вот. И здесь старшее поколение может нам помочь как куратор, как наставники, как люди, которые вот свой опыт нам передадут. Вот. Ну а в холод и в мороз уже поедем мы с вами, наверное. Вот. Здесь, конечно, сложные условия. И с другой стороны, любой труд, любая такая тяжелая работа, она предполагает некое вознаграждение. Я думаю, что ситуация может окупиться, потому что именно освоение новых территорий может дать нам с вами тот социальный мир, который в нашей стране и даже вот в большей степени, может быть, в вашей стране, он достигается за несколько десятилетий. Ну, согласитесь, сложно
Она имеет в виду карьеру. Я имею в виду карьеру, да. Но социальный риск, наверняка вы знаете это понятие, да? Социальный риск. Был студентом, стал начальником. Вот здесь вопрос во времени прохождения. Понятное дело, что любое зерно должно вызреть, да? И вполне логично и нормально, и хорошо, что есть эта преемственность, и 25-летние вряд ли становятся большими начальниками. С другой стороны, если мы едем на сложную территорию, если мы, например, осваиваем площадку, где наш потенциал, наш опыт требуется в утроенном размере, то, конечно, у нас есть шансы, например, сделать этот скачок, этот карьерный рост лет, например, за 10. Ну, то есть, грубо говоря, нам не надо погружаться в ипотеки, в какие-то арабские кабальные условия, чтобы достичь социального статуса. Конечно, сейчас понимаю. Вообще, на самом деле, я почему так прервал ее, а я потом покручу по шее, да, понятно. Она скажет, что ты меня прерываешь. Ну, не исходите, пожалуйста. На самом деле, разговор в чем? Вот разговор в карьере. Понятно, деньги, это все понятно. Понятно, что работая и живя в этих условиях, в России или в Беларуси, вы очень зависите от того, кто над вами стоит. Чтобы пробиться к какому-то человеку в карьерном росте, это 35 лет. Какая женщина будет ждать мужчину, который будет пробиваться 35 лет? Логично? Любящая. Ну, это понятно. Любишь кофточку, понятно, да, но кофточка должна быть. Вот по аналогии, я сейчас сойдусь, да? По аналогии, знаете, там был такой бам-бам. Вот сейчас, если смотрите телевизор ШОС, Шелковый путь, да, развитие Владивостока, это Китай, Корея, да, где они сейчас начинают создавать шелковый путь по поводу транспортировки товаров, услуг, с точки зрения, да, в Европу. Ну, может, видите, ну, я понятно, что здесь политика не волнует, вы там больше президент, что сами делаете, вылезайте иногда, смотрите, что в мире творится. Вот на БАМе человек достигал, мог достичь карьеры в течение 10 лет. Это статус, это покупка квартиры, да, там, машина, в то время, конечно, немножко были другие условия, ну, то же самое на самом деле. И плюс в политике вопрос, да, здесь вот на территории, вот этой уже занятой территории, уходит 35 лет. Поэтому, когда мы говорим об Арктике на сегодняшний день, и аналогии проводим это реально, вы помните, ваш декан, да, декан не даст соврать. Там за 10 лет, да, наш молод, там люди делали карьеру, а что нужно для мужчины? Слава, деньги, женщин, правильно? Или какие-то другие предложения? Работа. Нет, слава это что такое? Когда тебя знают в твоей профессии, правильно? Это ж слава. Ты почетный человек. А не в смысле, там, ты какой-то играющий на гитаре, там без шоу, обезьян. Деньги. Только профессионалам деньги приходят. Только профессионал имеет право зарабатывать деньги, я так считаю. Вот. А потом, когда приходят те славы деньги, приходит много женщин. Они не спрашивают. Вы просто становитесь им интересны. Поэтому нужно взять одну, чтобы она купила всех остальных. Понятно. Чтобы не потерять, что к вам приходит. Логика железа. Вот на самом деле сейчас переходим к нормальному, сейчас дальше делегирую слово. Модель карьеры. Это очень важный эффект. Очень важно. Чтобы вы могли состояться не тогда, когда вы состоитесь. Там в 55 лет ты получил начальника отдела какой-то там, я не знаю, там, в подземной какой-то там, я не знаю, хрени, да, в этом плане, а у тебя уже ни здоровье, да, ни желание, и деньги не нужны, понятно, да? Ну, и очень ты женщина остался. На то-то теща или жена. Ну, а нужно получать это все вовремя, я правильно это говорю? Карьера важна. Вот то, что сейчас выстраивается, это новая территория. Там реально можно заговорить о карьерном росте. У нас примеры есть на БАМе. Сколько людей на БАМе, вы не знаете, да? Это дело сейчас БАМ, какой БАМ? Вот пришли эти москвичи про БАМ, и песни поют. Не-не, мы говорим о том, что когда вы слушаете Арктика, езжайте туда, вы услышите это реальное предложение, но вы пойдут где-то будут года через. Ну реально. Ну вот апатиты уже сейчас, в смысле, ваше качество образования и ваши люди, говорят о том, что они потребны апатитов. Ну, то есть это очень хорошо, там деньги-то платят нормально. Поэтому мы-то за что? Мы вот рассматриваем вопрос, что для молодых. Там Сергей говорил, Татьяна говорила тоже. Там, я не нужен со своим здоровьем. Я могу, допустим, там что-то там надо привлечь, там, договориться где-то, да, там. Но это ваш мир. Арктика это ваше. Уже не мое. Я старенький, старикашка.
да? Ну, Арктика это ваша там карьера, это ваши там возможности, да? Это ваше найти себя, место. Да, тяжело. И с чукчами в круглой комнате, да? Искать квадратный холодильник, да? Тяжело. И с экологией тяжело. Но почетно. Вот наша задача сделать одну простую вещь, чтобы полярникам, рабочим полярникам, было почетно, чтобы любая женщина сказала: полярник, все, выхожу замуж. Едут наши сильными мужчины, запомните, всегда едут сильные женщины. Это закон творчества. Правильно говорю? Нет, закон творчества. Вот Сергей говорил, да, там круглая квадратная комната. А это концепция. Концепция оседлого образа жизни, да, и концепция этого, такого, что я говорю. Ты что там оседлый? Нет, я-то знаю, что знаешь. Вот он спит. Просыпайся, правда. Защитил диплом, не злит декана, посмотри. Ну, пакета не поедешь. Понятно, что не стоишь. Вот. А шутка такая глупая шутка. Мне надо так глупые вещи пускать. Понимаешь, с умным лицом всегда глупости творятся. Ты себе знаешь. Как только у щеки надует, так опять как глупость совершу. Вот, и покупку ненужную, геморрой. Вот. Поэтому вот мы о чем говорим. Вот почему, допустим, экскурс Сергея, он очень важен. Он очень хорошо построил речь с точки зрения описания Арктики. Ну, академично, четко, с цифрами, с расстановкой. И, вот, я сам даже представил, как смотреть на круг сверху, да, там, а не просто карту там линейками мерить, да. А ты уже знаешь, я хоть раз смотрел. Да мне сказал неделю назад, я смотрел. После меня сказал, я бы не смотрел, честно. Ну что, ты задачу же не поставил, что не смотрел? Мне что, других вопросов? У меня там машину надо починить. Это абсолютно проблема. Вот. Ну, что-то глупо, ну что. Ну, моя. Поэтому вот я вот сейчас такие не отдам все в руки, потому что она действительно, вот, мы когда говорим о молодежи, вот, говорим о молодежи, я всегда говорю, ну вот у меня трое пацанов. Вот сейчас у меня еще в армии все служат, все ВДВшники. Спецназ ВДВ, ну, реально, разведчики, реально, фотографии. Такие красивые парни, хорошие, у меня жена красивая, а я больной, поэтому дети у нас справа. И вот что с ними идет, куда их воткнуть? Образование, понятно. Куда? Хорошо, воткнул. Чего воткнул? Куда воткнул? Телефон не трогай. Что, в госчиновники деньги бери? Скоро закончится. Пилить надо будет замки в тюрьме, понимаешь? Ну да, шутка, конечно. Куда? Перспектива какая? Это везде, это проблема везде, любого развитого общества. Потому что все основные места закрыты. Закрыты нами, старыми. А мы не пропустим. Нам надо своих детей растить, правильно? Чего вас пропускать? Ты где он чайный делает? Говоришь? Чего руки скрестил? Не слушаешь. Слушай, раскройся, Кевин. Посмотри на это. Молодец, вот хорошо, как мужик хороший, да? Давайте защитим его, что? Пятерку мы поставим. У вас десятка, да? Конечно. 10 копеек бутылки пива с собой. Чтобы был наш отметить. Вот. Поэтому вот это, ребят, важно. Понимаете? А потому что вот сидите между вами одна женщина. Хоть начальницу сделать. Одна нашла среди этого коллектива, кто взял на себя ответственность. Пасти-то стадо, да? Вот, класса. Ну, шутка, конечно. Вот, когда мужчина не боится и едет, я говорю сейчас не то, что там нужны будут люди. Там нужны будут необходимые люди. Но люди будут необходимы не тот, кто хочет, а тот, кто нужен. И просто съездить туда, там, поиграть, танцевать ГПК, там, или там, я не знаю, там да, не прокатит, там нужно пахать. Ну, пахать ради чего? Ради денег? Ну, на ваших деньги потратить ничего. От Мурманска до Беларуси доедет на поезд, деньги в карту проверять. Ну, что, деньги. А потом, кем ты приедешь? Кем ты будешь? Как тебя звать? Да? Имеешь ли ты право на красивую женщину? Имеешь ли право на достойную жизнь? Ну, конечно, у нас же демократия. Да что ты? Нет, право надо заработать. И когда говорят про заработную плату, говорят, а вот там зарплата, человек сколько не платим, все недовольны, потому что привыкает к зарплате, да? Рост должен быть.
маленький постоянный рост. Если этого нет, ну тогда так. А если у вас есть амбиции, не понты, реальные амбиции, если вы хотите быть кем-то, чтобы не подошел к зеркалу и не сказал, ну чего, Петя, да ты же робот, я Петр Иванович, да я дворник, но все довольны моей работой. И мне все говорят, Петр Иванович, листвы нет, мы не подскользнулись. Поэтому я детям своим говорю как. Вот ты будешь дворником, и тебя будут звать Петр Иванович. И фамилию у тебя будет, у нас все равно ее не Петя, ну хорошо, ладно, скажу, когда Максим был младший. Там Максим Вадимович, не Вадимович, вот Моденов, и скажут, это хороший дворник. И знаешь, я буду гордиться тобой. Логично? Даже у них есть рост. Духовный, моральный, этический, да, профессиональный. Логично? А самец, который садится на жопу ровно, да, ну и пускай он спереди дролит, женщина ищет там в ПТУ, знаешь, и потом думает, как же там убежать от пивка глотнуть, в этом, как он называется, выхода из дома. Чем самец дальше ушел, тем больше он принес. Почему женщины любят, чтобы ему врали? Врите женщины. Но не обманывайте их надежду. Должен уходить далеко и много приносить. Вот его задача. Ну, я не знаю, может, неправильно. Поэтому, ну что я могу сказать? Вот я сейчас Татьяне отдаю, я немножко поворчал, ну чтобы вас разбудить немножко, да? Ты же тебе прискал. Кого писать? Кто хочет еще сдать экзамен? Ну, правда, декан сейчас срежет, скажет, ну что? Замдекан, да. Срежет, скажет, ну что, поулыбался москвичу? Не находишься ко мне. Ну, это нет, у нас союзное государство, мы друг другу не мстим. Я правильно сказал? Ну, вот. Таня, что включил? Да, я, как наш президент говорит, постараюсь быть краткой. Вадим Александрович сказал все уже, что можно было, очень эмоционально. Я хотела бы только лишь добавить. Ну, все наверняка с менеджментом знакомы, да? И наверняка вам известны теории, две известные теории, восточная теория и западная. Теория голубых океанов и теория «хочу быть здесь». Вот теория «хочу быть здесь». Что это такое? Она близка к восточному ведению бизнеса, и она означает уверенность в себе, четкое понимание сегмента, и даже если площадка перенасыщена, мы хотим быть здесь, мы приходим сюда со своим бизнесом или со своими инновациями, здесь внедряемся и пытаемся, отодвигая конкурентов, как-то себя проявить, реализоваться. Это реально, но это, в общем-то, сложно. Есть другая теория, теория голубых океанов, свободных пространств, чистой голубой воды, но если образно. Вот. Эта теория близка западному менталитету ведения бизнеса, и она, в общем-то, предполагает захват, в хорошем, конечно, смысле бизнес-мышления, захват территории не занят. Ну и вот, проводя параллель, мне кажется, что вот Арктика, российские территории, Арктики, по крайней мере, а я здесь не разделяю нас с вами, еще раз повторю слова Вадима Александровича о том, что Россия и Беларусь в данном случае выступают как единое целое, и у нас никаких ни правовых, ни гражданственных каких-то моментов и сложностей здесь не возникает и возникать не должно. Так вот, Арктика для нас с вами, наверное, это и есть вот та площадка реализации себя, своего инновационного потенциала, своего творческого потенциала, согласно стратегии Голубого океана. И у нас есть вот эта неосвоенная территория, у нас есть эти возможности, а они, как уже было сказано, через пару лет уже будут нам предложены достаточно реально и конкретно. И, в общем-то, предлагаем здесь как-то нам всем вместе реализовываться. И в завершении хотела бы сказать о том, что у нас есть определенный уже план, определенная стратегия. И здесь мне очень хотелось бы вашей поддержки и какого-то совместного труда, совместной реализации. Что мы предлагаем? Хотелось бы, чтобы с точки зрения молодежной политики, каких-то прогнозирования нашего с вами карьерного роста и продвижения, мы создали площадки до тех пор, пока нам формируют наши старшие товарищи дорожные карты с конкретными задачами. Мы можем уже сейчас начать объединяться на неких таких площадках союзного государства. Это может быть как некие рабочие группы молодежные. Молодежные абсолютно официальные и легальные наши дружественные общественные организации, где мы будем разрабатывать, возможно, наши молодежные направления по освоению этих территорий. Там работы море, причем там нужны не только технари, а нужны и врачи будут, и учителя. То есть вот новая территория, приходи, строй инфраструктуру. Может быть, это форумы, они
наверное, точно. Это форумы, которые вот уже начали плотно проходить, где ваши инновационные проекты будут рассматриваться. И тут уже я цитирую Сергея, кто первый встал, тому и тапки. То есть, если мы успеем раньше, то, возможно, среди там 10 конкурентов мы будем первыми. С нашим проектом, который, возможно, потом будет реализован, ну и, соответственно, в дальнейшем оплачен. Поэтому я приглашаю всех для участия, во-первых, в форумах, которые проходят и в Мурманске, и в Москве, но вот ближайшие два в Мурманске, да, начнется. Это ноябрь, вернее, ноябрь все уже. Готово. Да, февраль месяц, февраль 2016 Мы пригласим года. официально. Вот. И вашу студенческую, в общем, по-моему, я с Костолевым договорюсь, что он вас там отпустил, что-то оплатит. Чтобы, в общем-то, люди поехали. Ну, это первое. Причем ехать, наверное, надо будет действительно уже с какими-то, возможно, вашими мнениями, с какими-то вашими предложениями и вашим пониманием, как вы это видите. Это первое. Второе, мы будем сейчас думать над созданием на площадке союзного государства такого молодежного, пока не знаю еще форму, возможно, какой-то общественной организации. Ну, форму он выдаст. Да, возможно, молодежной рабочей группы, которая поможет объединить усилия России, Беларуси, соберем самых лучших наших мыслителей, практиков и попробуем подготовить какое-то предложение, озвучить его на форуме. И, возможно, мы будем первыми, кто зайдет туда. А еще хотелось бы сказать самое главное и важное, что помимо денег, помимо заработка и помимо карьерного роста, который однозначно должен быть в короткие сроки, там есть возможность для реализации инновационного потенциала. Но согласитесь, что всегда что-то новое, что такое инновации, да? Это нечто новое с учетом старого. У нас очень часто бывает, что традиционное, стабильное, но может быть уже не актуальное или не в полной мере актуальное, давлеет над новым, современным, таким молодежным. Здесь есть возможность проявить себя, и, возможно, даже самые смелые, самые такие креативные и по-молодежному безумные идеи окажутся тем самым, что денег это все делать. Вот, поэтому сейчас мне хотелось бы вот что сказать. Есть блокнот у нас. Все, кого это заинтересует, пожалуйста, оставляйте свои контактные данные, почту, либо телефон. Не, ребята, смотрите. Нет, через деканат мы дадим деканат, потому что здесь в Беларуси просто опять. Сможете прийти Здесь туда? через деканат. Нет, Все, ну, на самом деле все еще начало. Будет создан сайт, значит, что мы делаем? Значит, мы используем площадку Бенту. Можно присесть? Да. Спасибо. Вот, чуть ли не ля. Вот. Ну, слава Богу. Значит, что мы хотим? Да? Вот мы сейчас собираем там активную группу молодежи, да, там, прочее. Для чего мы это делаем? Для того, что на самом деле я считаю, что Арктика не может принадлежать там Мурманску. Или, допустим, да, там, пусть в любом суде, правда, это вообще такое. Я думаю, что это естественно, ну, слово естественно не спорим над этой частью, уже создавшийся своим естеством, это национальный проект, программа. Это уже программа. Почему? Потому что она получила уже политическое. Это не наша какая-то хотелка. Это не то, что там собрались какие-то люди там, креативные, начинают что-то проталкивать. Нет. И же создана комиссия при Рогозине, для нас это вице-премьер, такая достаточно мощная комиссия, так поднимаются вопросы, даются задачи министерствам, ведомствам, за это жестко на самом деле спрашивается, достаточно жестко. Вот. Эта программа, именно программа, не проект, уже немножко финансируется, немножко почему, потому что деньги выдаются куда что, просто Путину, нашему президенту. Вот. Наши отношения с точки зрения союзного государства позволяют нам передвигаться с точки зрения друг в друге, там, россияне, Беларусь, Россия, да, с точки зрения нарушая да, некую такую юридическую правовую канву. То есть мы не враги. Я почему это вопрос важен? Потому что Россия, программа, приехали россияне. Нет. Мы говорим о том, что, ребят, Арктика такая же ваша, как и наша. Ну, юридически, конечно, это российская часть. Просто в Беларуси этого выхода нет. Зато у вас там есть капитан этого ранга. Морской. Подводные лодки, наверное. Есть все-таки, есть. Рот, даже рот адмирал есть, и рот тоже есть. Вот. Поэтому что мы говорим? Мы говорим о том, что здесь будет собираться, видимо, группа, если вам нужно будет апатиты,
Сергею, да, там, найти там какую-то работу, пакет в Арктике. Мы создаем ресурсно-кадровый центр арктический. Вот, сейчас отработали мы его на площадке Евразес, лет 7 отрабатывали. Ну, скажем так, это некая такая структура специализированная, которая дает возможность с обратной связью работать непосредственно с заказчиком. Это не с точки зрения найти работу, это с точки зрения готовить специалистов под конкретные задачи. Мы то же самое проводили здесь в Бунту, на самом деле, обучали людей. То есть у нас эта тема тоже есть по гранту из России. Поэтому мы здесь тоже отработали вот это все через с Бунту. Брали россиян, и здесь они повышение квалификации у нас проходили. То есть эта работа тоже была. То есть мы отработали все эти механизмы, а сейчас начинаем все это складывать с точки зрения территориальной. Потому что там есть своя специфика. Вот как вас учат, а потом выходит там апатиты. А там есть своя специализация, правильно? Ну какая-то апатитная. Вот. Поэтому, в общем-то, наверное, вот мы дадим информацию вам, ну, пожалуйста, потом просто передайте, ребята, потому что им тоже там через год устраиваться надо. Не только присутствующие. Да, любой, да. Да, и мы этот вопрос регулируем, войдем. Значит, наше вот это событие, которое мы все строили, пока такое описательное образное, да, это очень важно, потому что мы с вами, знаете, как скажете своим детям, скажем, значит, Арктика, там самолеты летают, нефть добывают, корабли, а вы здесь, ты говоришь, а я был в начале создания структуры Арктики, и будете пузырить в старости, да? Так я с бабушкой стою, да, я помню, но нет, да, она со мной не пошла. Ну вот, шутка. Ну как вас сейчас здесь есть? С пивом нельзя, в алкоголь не выгодно. Вот, поэтому, ребят, я могу сказать, если эмоционально, вот прислушайтесь к тому, что мы сказали. Это вот то, что мы говорим, это не шутка, это не набор рекрутов с точки зрения там, на работу. Мы вообще этим вопросом не занимаемся. Мы занимаемся пропагандой, агитацией, поиском креативных людей, да, которые с нами же будут давать новые идеи, да, там, с точки зрения, как развивать, что развивать. Потому что Арктика же, как Сергей сказал, это много субъектов федерации. Да, это много народу. Вот что с ними делать? Ну, люди с министерства знают, что делать, да, наверное. А может, не знают. А может, они настолько узко выделены, да, что они не видят всех картин. Ведь как Сергей правильно сказал? Смотришь на карту, Арктика одна. Смотришь на глобус, Арктика другая. Правильно? А ему говоришь, слышь, чиновник, хватит бабло брать, пилить. Посмотри на Арктику с глобусом. А он не понимает, другой мир. Да? Вот наша задача построить наш мир, и чтобы мы были сильными, и чтобы наши дети имели будущее, чтобы нами гордились наши женщины, правильно? А мы могли их обеспечить. Или неправильно? Громче скажи, не бойся. Отрабатывай командный голос. Молодец. Как я его говорил, а наша молодец. Ладно, Я хочу пару слов сказать, да, можно, если. И, конечно, для нас эта встреча очень приятная, много полезного нового. Действительно, Арктика это не что-то такое вот открытие, но вот ту информацию, которую вы довели, конечно, она по-своему профессионально и с таким вот действительно с перспективой доведена, я думаю, до наших вот как раз студентов. У нас уже есть опыт встреч и результативных встреч, соответственно, мы вот говорим, что время летит быстро, 4 или 3, значит, приезжали представители с апатитов, с Фосагро, и наша молодая семья поехала, и были отзывы хорошие, что они работают, и там еще собирались ехать туда работать молодые специалисты, это приятно, это одно направление. Второе направление, буквально вот приезжали на прошлой неделе на вручение высоких наград президента, у нас есть такой фонд, спецфонд президента по поддержке одаренной молодежи, лично курирует президент. Вот, и вручали им эти награды, в том числе нашим горнякам. Приехал парень, как раз он у нас специализируется по буровым работам, он работает в составе бригады тоже на Крайнем Севере. Он рассказывал очень интересную вещь, у меня было желание тоже таким же образом вас довести. Я думаю, что были возможности, он рассказывал, какое передовое оборудование, какие там коллективы, как там организована работа. Он просто, вот как раз визитная карта
точка обратная того, что буквально вот год назад закончил, и сколько он уже имеет, и как он работает, специфика работы и так далее. И действительно, это что-то близкое, это не то далекая Арктика, что там действительно за полярным кругом, а это вот наши, которые работают. И не только вот в лице Максима Долгих, но и другие работы в составе бригад. Я хочу только вот, Татьяна, извините, отчество Александровна, я хочу сказать вот такой вопрос. Мы в том числе вот в нашем факультете достаточно так работаем творчески, вот в Горняке, студенческое общество Горняк. И вот понятие инновационные проекты, понятие что-то внедрение нового, мы очень так, может быть, по-белорусски понимаем, а может по-горняцки понимаем. Не все так сразу резко можно предложить. Надо сразу стать специалистом, надо сразу понять, надо окунуться в ту среду, в тот коллектив, который работает, понять те проблемы, изнутри понять, потом предлагать инновационный проект. Это очень серьезно. Потому что сегодня мы слышим много, вот пусть простят экономисты, когда говорят, ну я в одиночку хочу пробиться, сделать бизнес и так далее. Мы технари, Горняки, ставим вопрос иначе. Надо войти в этот мощный коллектив, но войти надо специалистам. Надо уже на студенческой скамье поработать, почувствовать, что я могу, не надо этого бояться, и предложить коллектив. Вот тогда мы можем быть из этого коллектива, пройдя вот горнило, вот это контакт с коллективом, тогда, может быть, сказать через годик. Вот здесь я уже пойду сам дорогой про карьеру, про творческую жизнь и так далее. И среди вот наших здесь тоже есть те, которые уже достаточно прошли вот эти вот этапы творческого пути, имеют пациенты и так далее. И я больше чем уверен, что они сегодня уже совсем иначе смотрят на эти проблемы, на контакт с коллективами, с производством, и в том числе вот то, что вы сказали, конечно, очень приятно, важно, что это именно ставка на молодежь, на молодежную политику. Понятен ваш вопрос, спасибо. Но старшие, вот наши, они должны быть непосредственно. Ни одна школа в мире, научная и так далее, нигде молодежь сама по себе не выходила. Да, есть самородки, как и в природе. Минералы им есть 2000. Но, соответственно, нужна мощный творческий коллектив. Если вы внимательно слушали, нет, спасибо огромное. Я вот хочу просто добавить, дополнить и ответить вам. Но если вы слушали внимательно, я употребила такое слово, как преемственность еще в начале нашей беседы. И вот, собственно говоря, когда у нас был ректорский банкет в первый вечер, в понедельник, я, собственно, подчеркнула в своем тосте, даже в неформальной обстановке, что та преемственность, которая есть в Беларуси, может быть, это то, что частично в России за период 20-летия 91 года это утрачено. И этот момент, да, частично, я снижено, частично утрачено, да. И здесь Беларусь скорее пример для нас, чем в какой-то момент в отрицании. Нет, то, что вы говорите, всего лишь дополняет наше предложение. Я имела в виду несколько другое. Даже я сказал наставничество. Да, кураторство, наставничество. Наставничество немножко другое. В нашем проекте, вот, о котором мы говорим именно для молодежи, как раз таки предусмотрен пункт в тренинг-центре, где наставники обеих сторон, и российской, и белорусской, я думаю, что опыт объединенный даст, может быть, еще больше результат, чем односторонний. Институт наставничества, он предусмотрен даже как отдельно выделен. Здесь горняки, а я говорила о разных специальностях. Нам надо вот как раз таки вместе эту площадку формировать. Посмотрите, у нас тут тоже, почему, что мы сейчас делаем? Мы сейчас предлагаем, значит, создать, но это не наше решение, нашего коллектива, нам было поручено создать рабочую группу, ну, при Рогозине или там, при союзном государстве, они будут существовать одновременно в двух ипостасях, России и Беларуси, из ректоров специализированных вузов. Почему? Потому что с точки зрения того, что мы делаем, мы говорим о том, что мы не работаем отдельно с людьми. Мы не кадровое агентство, да, мы там не отвечаем за устройство работы. Мы не бизнес, скажем, да, какие-то, ну, в этом плане. Наша задача подойти комплексно и системно. Системно это что? Вот приходят в Беларусь, там люди, да, сапатиков, говорят так, ребят, нам нужно там 100 специалистов в течение 5 лет, ну, по этим специализациям, да. Вы говорите, там, а вы нам оплатите этих специалистов? Да, ну, нормально, да? Нормально, да? То есть понятно в этом плане. Почему? Ну, они не имеют проблем, у них не надо иммиграционные карты, ну, понятно, да? Ну, то есть юридически не сложно. А вы получаете уже однозначно работу с точки зрения по выходу. Это же хорошо. А не будете бегать искать работу. Хорошо. Кто решает? Минуточку. Кто решает? Учебные планы решают, да? Ректорат решает, да? Система образования решает.
имеющие какую-то некую поддержку, там, допустим, юридически правовую, ну, то есть защищенные, или неправильно. Или сами поедете, да, там, пришли, сказали, я хочу работать, сидеть там какой-то там прощелыга, да? Ну давай. Так же, а мне зарплату вот тут, какую зарплату? Бабки, вот что. Ну, смешно, не смешно, но такое тоже может быть, да? Поэтому мы приходим и разговариваем про с точки зрения системной части. Вот Татьяна правильно сказала, допустим, что мы-то на своем уровне будем еще делать. Мы же люди уже с опытом, да? Мы уже люди скажем, что такое мудрость? Это жизненный опыт плюс интеллект, правильно? Вот это мудрость, правильно? Вы тоже мудрые, но не свои 20. Логично? Ну, жизненный опыт вот такой человек. Еще желание не разобрались. Что нужно, бэк или бэк? Мы тоже разобрались, потому что мы ездим на том и на том. Сейчас ездим на велосипеде, про здоровье не говорим. Ну, шутка глупая, ну, шутка моя. Вот. А на самом деле что? Вот старшие, я считаю, мы относимся к старшим, да? Мы должны не определять их путь. Мы должны вам не закрывать его. Но вас мы должны подчинять неким правилам, законам территории и пространства. Или неправильно? И создавать для вас условия. Поэтому наставничество. Да? Вот мы просто ушли от темы от прямого руководства, и все в ручной работе сделаешь. Сами знаете, да? А мы, в общем-то, люди там. Поэтому надо оставлять для вас ниши. Знаете, вот проредить лес, чтобы просто нашла расти. А тут дубов-то вон сколько. Вот я тоже, мы ходим там, я про свое государство говорю. В Беларуси не лезу, не имею права. Даже бы хотел бы не полезть. Не имею права. Вот я смотрю, допустим, что делается там в системе управления. Особенно там, нам там, в этой части. Вот кто-то занял место, сидит и никому не помнит. Почему я сказал 35 лет? 35 лет нужно ждать карьерного роста, минимального карьерного роста. Круто. Приходишь туда с палочкой, да, больной кашляешь, да, нахер деньги нужны, лишь бы тебя не трогали. Или неправильно говорю. То есть, а есть места, есть карьерный рост. Да, ну наоборот, а как бы. Что вам говорить? Я бы хотел еще дополнить такую часть, мы сотрудничаем. Может, я жестко говорю? Нет, это достаточно. Я думаю, здесь 5-й курс, люди взрослые, так и мы должны обсуждать. Наоборот, это психологически дает возможность ближе друг друга понять. Мы очень плотно контактируем, встречаемся с молодежью, в том числе на форумах в Санкт-Петербургском горном университете. У нас есть контакты больше заочные Екатеринбург горный, Тула поплотнее, Московский горный. Я хочу сказать, что вот нашу оценку, чтобы вы знали, мы очень многое пытаемся перенять опыт именно молодежи, которых встречаемся вот там, на этих форумах. Потому что те разработки, которые идут, просто порой поражают. И я так чувствую за этим, что это школы российские, вот эти вот преемственность, вот это все, то, что есть, потому что невозможно с нуля создать того, это уже вот молодежь, потому что у них есть мощная, не просто подпитка, основа. И когда я слышу, они говорят, а я вот заканчиваю, я на север поеду так на пару лет поработать, чтобы мне стать на ноги. Вот будет такое у меня, например, то, что мы сегодня беседуем, реально с Санкт-Петербургского горного, нефтяники, вот, которые закончили аспирантуру, говорят, ну у меня в планах так, сейчас немножечко науку так подождать, уйти в практику, посмотреть, поработать там. Он не говорит о деньгах, он говорит, мне нужно набраться оттуда вот идеи те, которые мне помогут дальше двигаться и работать. Вот. И еще одна особенность, я просто хотел сказать вот нашими гостями, вот у нас в этом плане немножко так разница есть, и президент вот на инаугурации недавно об этом, ладно, на прошлой неделе говорил, у нас ведь система не принудительная, а забота государства о молодежи, о специалистах. У нас обязательно распределение. Это не на всю жизнь, не на 35 лет, это 2 года, это, соответственно, молодой человек. Некоторые воспринимают на себя первоначально как обуза, что его заставляют ехать. У нас в Беларуси есть такая интересная так, мысль. Ну, как в СССР. Говорят, если меня отправляют принудительно на 2 года по распределению за 150-200 километров, это, говорят, Камчатка. Это далеко меня отправляют. Вот, не понимая, что такое Камчатка на самом деле. Поэтому, вот, встречаясь в Туле, когда были вот, со студентами здесь присутствуют, там молодежь, наоборот, говорила нам, что вот нам бы
государственное обеспечение гарантий начала, вот чтобы нас устроили на работу, о том, что мы говорим, где-то чиновники не пускают, места заняты. Наверное, конечно, вот для молодежи было бы важно, чтобы ИК, вот как молодежный центр, вы говорите, наверное, даже через такую структуру дать возможность молодежи проявить, потому что не все сразу вот, могут себя заявить индивидуально. Надо молиться в какую-то структуру себя. Да, конечно, и в любом случае я уверена, что у нас есть с обеих сторон тот положительный опыт, который достигнут, которым мы можем успешно обмениваться. Да. Собственно, Вот вот эта синергия нам и даст. У нас вот, уже в преддверии мы долго, давно уже, так сказать, на эту тему разговариваем. Вот, как раз этап у них такой очень важный, это распределение будущего места работы. И вот здесь и для них, может быть, я буду несколько откровенным больше. Сегодня эта встреча как раз располагает к этому. С одной стороны, обязательно распределение. Обязательно все, кто обучается за счет средств государства, они пойдут по распределению. Мы комиссией проведем эту процедуру, мы найдем связь с предприятиями, мы обязаны их распределить, это наша обязанность администрации. Второе, конечно, они имеют право найти возможность пройти собеседование и письма эти направления с предприятия самостоятельно сделать. И в общем и целом, если так формально, бюрократически подойти, то на наших горняков заявки порядка 2 заявки на одного человека. Но не все заявки устраивают их. Мы прекрасно это понимаем. Зарплата, условия и так далее. То есть, конечно, молодежь желает хорошие, здоровые, творческие амбиции, хочу хорошо работать и, соответственно, за эту работу, чтобы это была зарплата. Ну, есть такие вот нюансы, вопросы, которые... Вот когда у нас мы сталкивались с приглашением поехать на север, в Россию и так далее, остался вопрос, то, что вы заранее говорили, что вопрос, будет оплата, компенсация государству, за то, что они сухотипу сказали сразу, нет вопросов, давайте договор, все они оплатили, все это было решено буквально мгновенно, потому что интерес был специалистом, стороны сошлись буквально в одно мгновение с одной встречи, как мы сегодня с вами. У нас замечательно, я сейчас тоже еще добавлю, потому что вас очень не держать, потому что я так чувствую, мы так обед уже, да, там, или вы обед потеряли, да, уже? Не важно. А? Вчера обед был. Обедали вчера. Оптимизм, вот. Верю в него. Староста. Староста. Правильно? Спасибо. Вы вдвоем. То есть он старший староста, ты младший староста. Не, на самом деле сейчас такой экскурс небольшой, чтобы вы просто для себя знали, вот почему сейчас так без конкретики какой-то, да? Потому что конкретика будет немножко позже. Конкретика будет позже, и сейчас у нас много дел нужно сделать. Во-первых, нам нужно сейчас рабочую группу создать, да? Это при союзном государстве, но это вопрос политики. Это вопрос даже не ГУНТУ на сегодняшний день. Там не ректор, это вопрос, конечно, был президент. Это наш президент и ваш. У нас такая часть. Почему вы выбрали форум вот этот, да? Ну, то, что это очень хорошая площадка. Просто не знаю, что это площадка. Это не строительная площадка. Это площадка, с которой можно предлагать политикам, да? Чиновникам, да? Которые снимают с них какую-то ответственность, да? С точки зрения простых людей. Вот я простой человек. Вы тоже простые люди, да? Вот где вам заявить о том, как вы видите свой будущий мир? Откуда? С площади? Да, то есть должны быть некие площадки, логично? Ну, да? Вот форум – это та площадка, когда человек говорит так: ребята, я считаю, что можно улучшить государство. Не видим политических каких-то лозунгов, да? Кого-то удалось, кого-то надо, да? А с точки зрения там, создания какой-то инфраструктуры. Вот эта площадка дает возможность этим заниматься. Почему ее создали 4 года назад? Да? Молодежь. Что такое неорганизованная молодежь? Неорганизованная молодежь – это проблема милиции и родителей. Это неорганизованная молодежь. Что такое организованная молодежь? Которая знает свои цели и задачи. Даже если они, может быть, иногда даже непонятно. Но они это знают. Это матрица. Что мы делаем? Мы просто делаем одну простую вещь. Чтобы вы рассматривали архитектуру не как это какая-то программа русских, да, там, и какая-то программа россиян, да? У нас союзное государство, мы так уже не имеем права рассуждать. Понятно, да? Это общая программа.
Можно ли там реализоваться? Да, можно. Сложно, да, сложно. Нужно вам, я не знаю. Но такая возможность есть. Поэтому, вот, наверное, с точки зрения правильно, кто это будет заниматься? Это будет, если мы говорим об образовательной части и о студенческой части, мы сделаем, не сделаем без ректора, без Министерства образования, да? Но, с другой стороны, право на предложение в качестве закупки каких-то позиций. Потому что Арктику без вас, без вашего возраста не освоим. И это точно. Без нас без нас вы туда не попадете, я правильно говорю? Без нас. Поэтому мы это на шламбаум. Понятно, что вы так не влетели. Это другая тема. Но у нас не должно быть много. А то идти там все на шламбаум. Денег не хватит. Вот. Ну, должно быть лучше. А без нас мы точно. Мы даже вот и говорили Татьяне, и разговаривали, что точно так же, как БАМ была тема. Просто вот БАМ не слышали. Ну, посмотрите. Там действительно очень много, даже вот, если вашего замдекана спросите, он может много рассказать об этом, что там реально было. Вот эта аналогия очень хорошо показала. То есть в моих словах нет преувеличения. Правда. Поэтому что нам скажет замдекан? Я еще раз хочу выразить благодарность, что действительно. У вас есть вопросы, может быть, как мы ограничимся? Или получим ту информацию, обсудим, естественно. Я единственное хотел бы сказать еще вот понятие присутствия аудитории здесь, молодежь. Это, так сказано, немножко даже скромно. Мы говорим здесь уже даже более профессионально молодые специалисты. Потому что буквально через год встречаешься вот с их сверстниками и уже начинаешь понимать, что ты разговариваешь со специалистом, который на производстве отвечает за определенный, и за его спиной, за его подходом уже стоят люди, которые в подчинении, в какой-то структуре находятся. Это действительно так, особенно это касается нашего главы флагмана и другие предприятия. То есть это мало сказано молодежь. Действительно, молодежь это суббота, воскресенье, когда в парке, когда молодежь приятно вот такие вот организует праздники. А на производстве это действительно молодые, творческие люди. И я думаю, что вот в этой нашей аудитории я знаю, что потенциал. Запишите слова. А у меня на жестком И это действительно, мы так и подходим, и я знаю, что такое мнение у них выстраивается уже, что нужно формировать иначе жизненную, активную, общественную позицию с этой точки зрения. Поэтому позвольте, если вопросов нет, позвольте поблагодарить еще раз наших гостей. Очень приятно, конечно, что действительно, пользуясь вот этим возможностью форума, соответственно, союзного государства, вузов, есть действительно такая возможность пообщаться непосредственно. Я думаю, что мы многое сегодня именно подчеркнули, именно в направлении, в том числе и технологического, и общественного, и, считайте, общегосударственного, союзного освоения этого мощнейшего региона Арктика. Когда-то, соответственно, было сказано Ломоносовым о том, что Россия прирастает Сибирью. Вот, сегодня мы можем этот лозунг продолжить, сказать, что Беларусь прирастает Россия. Я хочу сказать, что союзное государство будет прирастать именно вот этой нашей сегодняшней встречи.